У репрессий 30-х годов и войны 40-х тысячи женских лиц и тысячи трагических судеб. Судьбы семей, как звенья единой истории страны, создавали и наши земляки-якутяне. У каждой своя уникальная история, своя жизненная дорога. Сегодня наш рассказ о душевной стойкости, о сопротивлении злу и жестокости, о вере и любви, об оказании помощи ближнему, о патриотизме и, конечно, о материнстве. По судьбе наших сегодняшних героев можно рассматривать историю всей страны. Распутать клубок тех трагических событий нам помогут потомки Алексея Андреевича Пономарева, первого прокурора и наркома юстиции Якутии, чей жизненный путь был весьма суров. Но обо всем по порядку. Детство мое было всегда рядом с мамой. Она оберегала как-то меня. И не только мама, и сестры тоже. Коленька, да Коленька. И до сих пор меня Коленькой называют. Человек 50 лет, а не Коленька, Коленька. И я как бы считался маменькин сыночек. Но не обижаюсь этому слову. Потому что маменькин сыночек, он тот, который любит, любим. И вот поэтому я даже горжусь, что в свое время был маменькиным сыночком. У меня все было. И игрушки были, и конфеты, и шоколадки. Говорят, в советское время того не было, этого не было. А у меня было все. Мы почти каждый год ездили на Черное море, в Москву, Ленинград. Мы ходили по музеям, по библиотекам, по разного вида концертам, театрам. Была какая-то аура такая, аура интеллигентная, такая интеллигенция. Окруженные книгами, научными и педагогическими, художественной литературой, очень большая, очень библиотека была, целая стена книг. И я всегда, и ночью, и днем всегда читал. Очень счастливое у меня детство было такое, и это все благодаря маме. Отец был у меня как бы очень приземленный, очень хозяйственный. Он очень хорошо делал всякие столярные работы. И, наверное, любовь к этим куклам, да, поделки, что-то самому делать, вот от него и это получилось. Заслуженного артиста Республики Саха-Якутия, артиста Нерюнгринского театра актера и куклы Николая Пономарева действительно можно назвать баловнем судьбы. Повезло ему и с родителями, и с друзьями, и с работой. В театре очень много работы, и театр кукол для меня стал каким-то необъятным таким миром, кладезь творчества. Ну, потому что мы еще пока не знаем, наверное, в Якутии, что с куклами можно работать как угодно, где угодно и с кем угодно. Куклами можно передавать идеи разного уровня и для разной аудитории, и для взрослых, и для детей тоже. У нас основная аудитория, конечно, детская, но и для взрослых есть тоже спектакли. И много, между прочим. Я же жила, 10 лет в Нерюнгри жила, у Шины. И вот там все его спектакли, вот, потом награждение, вот эту «Золотую мошку», когда мы вручали, тоже я была. Неслыханная дерзость, Ваше Величество! Я проявил милость, дал ему свободу, а он отказал моей маленькой просьбе. Просьбе? Я всего-то попросил помочь захватить империю Блефуску. Блефуску? Хватит за мной повторять! Виноват? Позвольте, я прикажу казнить его. И как ты это хочешь сделать? Мы расстреляем его из наших пушек. Блефускуанцы уже стреляли в него. У него даже царапин нет. Может, мы его отравим? Может быть. Но мне кажется, нам не стоит убивать его. Он очень полезен. Ведь я не преуменьшаю заслуг Уингуса Палестрина.
Тем не менее, я обвиняю его в государственной измене. А значит, наказать его стоит. Коля у нас с 3 лет на сцене. Я очень хорошо помню большой-большой клуб, и он прямо такой маленький, шагает в Буденновке и поет песню о Щерсе. Конечно, в нашей семье песни гражданской войны. Что вот у дедушки собираюсь, и его однополчане, да, что вот у бабушки тоже, тоже всегда по долинам, по взгорьям, песня о Щерсе, все это гражданская война. И Коля тоже вырос на этих песнях. И помню, дедушка как-то так вот сказал, что я, говорит, все-таки мечтал быть артистом. Но у меня, говорит, не получилось. Он, как я знаю, очень дружил со всеми актерами Сахатеатра, с режиссерами, очень дружил. И Василий Васильевич Местников, он был большим другом нашей семьи. А то, что он хотел быть актером, ну, его мечты воплотились во мне. Tuonne di. İstiyorsan Üstehtägä tibini. bugün balağına eğer kıyım süppütey. Minkä niitä tohtautumme. Эреттэхтэ хэрэ үерэхтээтэ ди. Кобуучулаата ди якканы. Эхо, этим. Doktor. Күнне? Күнне? Агаяк вопрос тахпыт. Он бүтүн ыйтал кетебит. Тохнього жоңгутуе. Сағаны кепсир бит соқ. Же онто да хуақ кыр ағас. Тепсәңне тұрақ құтты тақсы. Doktor dulatın. Benim yani. Bilin taba gördüğünü keren kehetiye ya. Ni jonga töbeleri gör toğ miske kodan tüye bildi edip. Сериалы, они есть у них свой другой шарм, другое предназначение. Но команда сильная, очень сильная, невзирая ни на что, ни на технические проблемы. Технических проблем очень много. Освещение, звук, все. То, что мы итог работы смотрим в кинотеатрах, это очень большая работа. И вот, да, мне очень отрадно было участвовать во всем этом процессе и занимать какую-то не второстепенную, а из главных ролей. Я очень благодарен судьбе. И кино, где он снимался, все я видела. Особенно слежу его выражение. Ага. Ну, естественно, мне нравилось, что он хорошо держится. Ага. Свободно. Естественно. Мара Алексеевна не только истинный ценитель искусства. Являясь учителем истории, она была неравнодушна ко всему, что связано с летописью, былью, мифами и преданиями. Говоря вот этим современным языком, да, она краевед очень сильный. Ну, представляете, жизненного опыта у нее сколько. Она классным руководителем была моим. И с классом мы ходили в походы. И она, когда мы пешком шли, она рассказывала, вот в этой местности было так-то, в то время было это, тут домик стоял, тут жили эти. Вот посмотрите, и мы приходили, посмотрели на это место и представляли все это. И для меня мама моя была каким-то путеводной звездой, наверное, и каким-то недосягаемым каким-то образом личностью такой. Она так хорошо рассказывает, что ты все кинолента видение такая. Перед глазами у тебя все проплывает, все становится явным. Вот у меня осталось в памяти вот свет такой теплый от керосиновой лампы. Она стоит, посуду моет, я сижу, и при свете этой лампы такой, и рассказы мамины. Сказки,
книги, которые читала. Она очень любила читать, она до сих пор читает, очень много читает. В этих задушевных беседах Николай, будучи маленьким мальчишкой, как губка впитывал в себя все, что узнавал о жизни, бытие и, конечно, об их семейной истории, которая, как окажется потом, перевернет весь ход предначертанных событий. Но это будет позже, а пока все идет гладко, и ничто не предвещает беды. Наша семья была как бы читающей. У меня старший брат, он на 4 года старше меня и на 2 года старше сестра. Ну вот я была младше. И поскольку они, видать, меня научили, я очень рано стала читать. И мы все время у мамы брали книгу. И вот соревновались, у кого вот картотеки, эти, насколько больше, сколько. И, естественно, брат больше побеждал, он больше читал, больше брал, интересно, да. Так нежно и тепло вспоминает свое детство наша сегодняшняя героиня с необычным именем Мара, которое, кстати, для нее придумал друг и соратник ее отца Платон Алексеевич Аюнский, предложив назвать девочку в честь советского академика, филолога-востоковеда Николая Яковлевича Марра. Мама идею поддержала, ведь она и сама была человеком образованным, начитанным, грамотным и просвещенным. Мама у меня родилась в 1904 году. Она уроженка Алекминского района. После окончания школы, значит, в Алекминске, стала учиться в партийной школе. А закончив, она стала там же работать и была директором партийной школы. В 1924 году мама окончила советскую партийную школу в Москве, а потом в Московский коммунистический университет трудящихся Востока училась. После того уже заведовала женотделом Якутского горкома партии и работала секретарем, инструктором обкома по работе среди женщин. И в 1939 году по 1944 год работала заведующей общим читальным залом Якутской городской библиотеки. Семья Пономарёвых была интеллигентной. Дети росли в любви и согласии. Папа Марры Алексеевны, Алексей Андреевич, родом из села Тамтор Мегино-Кангаласского улуса. Учился в Якутском реальном училище. 18 апреля 1920 года одним из первых вступил в якутский комсомол. В том же году Пономарёв в родном Наслеге организовал сначала Наслежный революционный комитет, а затем и сельсовет. Дедушка, вот он и основатель первых колхозов. Первого колхоза Сарданга назывался, вот Республики Пермь. И он герой гражданской войны. Он участник обороны города Якутска. Это гражданская война. Потом он уже до этого был наркомом юстиции. И когда образовалась новая республика, и он был первым прокурором в этой новой Якутской республике. Мне было всего 6 лет. Папа учился в институте красной профессуры, поэтому я осталась с бабушкой, а мои братья и сестра с родителями уехали в Москву. И они жили 4 года в Москве. Это, конечно, были у них самые счастливые годы, потому что когда они приехали, дедушка продолжал работать в прокуратуре, бабушка работала директором партийной школы, потом она работала в Союзском институте, вот, в гуманитарном институте. Вот научный институт языка, литературы и истории был основан Аюнским. Ага. И мама работала в него тоже, как бы научным сотрудником, если работали. Мама рассказывала, что когда она ходила вот, к моей бабушке на работу, она записывала аванхасута. В то же время же как-то так вот не очень было принято. Вот сейчас в последнее время записывают. И она была в командировках по республике, находила их, записывала. Вот занималась она этим как раз по культуре. И как раз они вводили якутский язык в речь, в быт. Все было нормально, ничего тут никакой грозы не предвещало. Потом 1938 год, это вообще страшно. С белой полосы в черную. Это считайте, что он был
министром, да, ну, как говорят, наркомом, был прокурором. Да, бабушка была научным работником. Сразу все стало черным. Но начались годы страшные, то есть репрессии. Среди всех репрессированных был также отправлен по этапу ВГХ отец. Сначала его арестовали, и потом сказали, что смертная казнь. Смертная казнь, все вывели и закрыли глаза, и уже выстрел раздался, он думал, все уже, да. И оказывается, такое вытворяли не только с ним, такие случаи, оказывается, были. В литературе много пишется. И он после этого совсем, говорят, белый был. Ну, в общем, посидел. И потом его сослали на вечно. И таким образом мы остались и были как бы лишены всех социальных прав и вообще считали семья врага народу. Все же ведь все забрали, ничего не осталось. Я помню, у папы была большая библиотека дома, и вот все эти книги, они ворохом лежали на полу. Это было ночью 14 сентября 1938 году. Мне было уже 7 лет. Я помню, как вчера, очень помню. И вот почему-то нас поставили в угол, и вот мы по углам стояли. И не разрешали разговаривать, и вообще выходить. И вот и грузовая машина, почему-то покрытая черным. И вот когда они уехали, мы стали немножко собирать. Ну вот. Оказывается, на второй день пришли и все забрали. Нам запрещали говорить, к нам никто не ходил. Мы были изолированы, ой-ой-ой. Даже родственники не очень-то навещали. И тогда боялись. Эта репрессия, она, видать, погубила, как говорится, жизнь. Она... И брат умер как раз в эти годы. Помню только, что брат очень любил читать. 14 лет умер. Надежда была вот на него очень большая, он был очень умен, такой вот развит, и вдруг его не стало. Он катался на коньках, и он, по-моему, поперхнулся семечкой, вот этой кожурой семечки. И, ну, вроде бы можно было вылечить, а врачи не приходили. Бабушка, вообще очень тяжелая доля досталась бабушке. Она не имела права обращаться ни к врачам. Хорошо, что хоть дети в школе учились. И вот этот 1938 год, 14 сентября, он продолжался до 1956 года. И вот эти все 18 лет мы отца не видели. Мама об отце, что она могла говорить? Связи не было, никакой связи, абсолютно. Самыми преданными были наши родственники, папины. Это Зарекомирно-Кангаласский район, и вот Томтор. Вот каждое лето мама отправляла к нашей тете. Это супруга родного брата моего папы, жена его. И вот мы ее бабушкой называли, и как только занятия в школе кончались, мы уезжали в деревню. Но тогда было такое время. В деревне все, с 5 лет буквально, все работали в колхозе. И мы, когда приезжали, сразу включались. И вот работали в огороде в основном. И, в общем, работы очень было много. И, главное, очень рано вставали, и раза 3 в день обязательно поливали капусту, вот, огурцы. Но эти годы как раз были самыми засушливыми. И вот даже то пожары были близко, уже лес горел. И вот, и я помню, близко в Техчуре был пионерский лагерь. И вот все дети,
даже ночью ходили со взрослыми, тушили пожар. Ну вот и нам тоже приходилось. А мы соседнее село. И вот приезжали вот это в пионерский лагерь к ребятам помогать. Несмотря на трудную жизнь, мама требовала от детей особого распорядка дня. Ведь только трудолюбием, усердием и строгой дисциплиной можно было добиться результатов как на работе, так и в жизни. Все время требовала режима. И вот мы все всегда имели определенные наши эти задания. И обязательно соревновались в читках, кто сколько что читал. В общем, короче, ага. Ну, естественно, учебу. Она очень следила. И вообще мы учились прекрасно. Я училась во 2-й средней школе в городе. У меня сестра была очень больная. Она 2 года пропустила из-за болезни, поэтому мы почти одинаково уже старались поступить в высшее учебное заведение. Сдавали мы отлично, а нас не направляли. Ну, дети врага народа, считаете? Ну, вот. И таким образом мы до 1956 года, до высшего учебного заведения, у нас путь был закрыт вообще. А между прочим, когда я училась, старшеклассники обычно были вожатыми над младшими. Когда я в школу закончила, они предложили, чтобы была старшая вожатая в школе, во 2-й, где я училась. Ну, естественно, я согласилась. И после окончания сразу стала пионер-вожатой во 2-й средней школе. И из горкома комсомола пришло как бы не приглашение, а путевка, что ли, в Центральную комсомольскую школу. В Центральной комсомольской школе, естественно, не сколько учились, а сколько были у нас выезды, вот, экскурсии, вот, по заводам, по комсомольским местам, по героическим местам комсомольским. Вот, и у нас встречи были. И вот с героем Бреста Гавриловым встречались, это с матерью Зоей Космодемьянской приходила к нам в Центральную комсомольскую школу, мама Олега Кошевого. И вот они приезжали к нам в Центральную комсомольскую школу, беседы проводили комсомольцы со всех союзных республик, представители союзных республик комсомольцы учились. Поэтому у нас был многонациональный. Нас обязали, чтобы мы русской речи учили этих всех иностранцев. Они у нас социалистические страны, но очень плохо говорили на русском языке. И все удивлялись. А у меня была подруга из Германии, Эвелин Хайзи. Вот такая дородная, высокая. Все смеялись, пацы поташонок. А я маленькая, а Эвелин такая большая. И вот она все время удивлялась, говорит, мы, говорит, цивилизованные, говорит, не знаем по-русски, а вы, говорит, крайний север, так хорошо говорите по-русски. Удивлялась, ага. И вот, ну, в библиотеку ходили, я вот заказывала для себя, для нее эти книги брала. Потом она мне очень долго писала письма, когда я приехала в Якутию, на немецком языке. А потом что-то прекратились наши письма. Почему? Видать, цензура какая, может, вмешалась. Но эти письма, которые она мне писала, тоже я сохранила, тоже сидят. Вот после Центральной комсомольской школы сразу меня стали направлять на комсомольскую работу. Я работала в Намском райкомоле, работала я в Аллаиховском райкомоле, в Аллахе, но только недолго. Приболела. И решила приехать обратно. Работала я еще в Якутрадио редактором «Пионерская зорька» еще не. Ага, по радио. Ну, материалы сами собирали, ходили с магнитофона, собирали это. Особенно в школу ходили, учителей брали материалы. Ну, во Дворце пионеров очень часто тоже встречались. Семья Пономаревых жила как могла. От отца по-прежнему не было вестей. О том, где он находился все это время, стало известно лишь спустя долгие годы. А он в это время был на раскопках урановых руд. Уран, он шел на
оборонную промышленность, как раз на атомную промышленность. В это время как раз вот группа Курчатова работала над этим. И он был там бригадиром. Значит, он работал и в Яхая, и работал на Чукотке. А бабушка откуда узнала, что он на севере? Ага. Где-то знакомым пришла посылка, вышитая крестиком, как раз вот север, полярная станция, и вот, с красным флагом, все такое. Ага. Вот это, кажется, дедушка сам вышел и вот это отправил. У него уже без права переписки, чтобы никто не знает. И там через кого-то там как-то, в общем, бабушку увидела, и я, в общем, догадалась, где он находится. Ни переписки, ничего, естественно, вообще связи не было. В 1955 году, когда реабилитация началась, он как раз находился, тоже его перевели в Красноярский край. И возле города Енисейска находилась деревня Епишино. И вот и там работал в судоверфи, и так до 1956 года. И вот и после 1956 года, после реабилитации всех, он не возвращался домой. И вот я решила поехать к нему, да. Я помню, тогда я поехала до Ушкута на пароходе на нашем. В Ушкуте мы сели по железной дороге до Красноярска, а там на автобус. А уже с Енисейска до деревни Епишино, где папа был, добирались на почтовой машине. Я, естественно, сразу знала папу. Ага. Ну вот, на первый вопрос, как я доехала, я говорю, хорошо, я бы торопилась скорее увидеть тебя и скорее тебя увезти домой, в Якутию. В общем, папа объяснил, почему он задерживается в Енисейске. Хотел узнать, по каким мотивам был так отправлен. Я хочу восстановить стаж партийный и получить билет со стажем. Вот. Он 1922 года член партии. И вот он в 1956 году хотел вернуть, но, естественно, когда он был репрессирован, у него изъяли паспорт, партийный билет. И вот он хотел восстановить. И вот, говорит, оказывается, говорит, это через Москву оформляется. Так я вот жду. И в апреле месяце начался доход на Енисее. Я помню. И вот папа говорит, ну, у нас в мае обычно, это в Якутии, время скрывается. И вот говорит, успеем, все оформим. И вот мы через Енисей, он уже, лед стал, кое-где уже наледи были. А папа был в резиновых сапогах, меня держал на руках. И мы так переправились, пришли в город Енисейск, парком. Я, естественно, осталась в коридоре, а он был в кабинете. И довольно долго. Ну, я, естественно, ждала. Потом вдруг папа выходит и говорит, я, говорит, полноправный гражданин, говорит, ага, такой радостный. Еще с ним был это их секретарь. И вот на радостях мы вышли, и папа говорит, давай сфотографируемся. И там фотоателье близко, мы сфотографировались. Старшие мы все восстановили. И он с такой, как говорится, с радостью, с легкой душой, как говорится, уже вернулся полноправным гражданином. И вот он приехал и сразу поступил на работу архиваристом, работал в Академии наук. Она много рассказывала про эту историю. Она, наверное, находила тот момент, когда рассказывала, когда это мне нужно было, да? Каждый период времени
для меня от этого рассказа какой-то кусочек, какой-то эпизод был сильнейшим. И для меня был рассказ, как она ждала, как он как бы отстаивал свою реабилитацию и как ждал это. Для меня это было сильным потрясением. Все это вытерпеть, а потом восстановиться во всем. Это надо быть сильным человеком. И не то, что ломать себя, а как-то настраивать свой дух, свое мировоззрение, свое понимание мира, всего окружающего. И вот это для меня очень сильный пример. Очень. Репрессии – одна из самых трагических страниц летописи нашей страны и республики. События того времени коснулись многих семей, ломались судьбы миллионов людей, в том числе была сломана и жизнь мамы Мары Алексеевны, ведь ее мужа не было на родине около 20 лет. За это время произошло много изменений. Конечно, было потрясением, конечно, было потрясением. Ну, я так думаю, но она никогда об этом не говорила. Никогда. Но я так чувствую. Есть такие моменты при людях, свои эмоции, свои чувства показывать нельзя. У нас в семье всегда это было как бы в порядке вещей, и так должно быть. Мудрость, женская мудрость. У них были очень теплые отношения и с новой женой, и как бы с бывшей женой. И несмотря ни на что, на вот эту любовь к ближнему человеку, уважение к нему, ну, как бы была выше всех этих неурядиц. Вот же взрослые говорят, когда ругают, что-то сделают, а потом детям говорят: вот станешь моего возраста, ты поймешь меня. Наверное, это дело такого уровня какого-то. Бабушка, она немногословная. Ну, конечно, после такой жесткой жизни, да, она много не говорила, но и не ругалась. Однако ничто, ни репрессии, ни война, ни голод не могли сломить эту сильную, мудрую женщину, ведь прежде всего она была матерью. Приспособившись к условиям новой жизни и выстояв все невзгоды, она смогла дать детям необходимое – воспитание и хорошее образование. Я стала после университета работать в школе уже. И до 2000 года, считайте, 55 лет. Она очень много читает, очень быстро читает. И она запоминает и рассказывает. Как она учитель истории, она всегда летом, она тоже не была дома. Она всегда вот возила детей по историческим местам, вот Краснодон, все такое. Тогда еще были очевидцы всех этих событий. Вот воспоминания ее учеников, конечно, они такие всегда возвышенные, всегда радостные. Она вела кружки, кружок поезд вот в школе. И почему-то вот эти вот исторические события у нее всегда связаны были с литературой. Например, при Пушкине, какие там были исторические события. В общем, всегда у нее все это вместе все переплеталось. И на ее уроках всегда было очень интересно. 21-м мне 90 исполнилось. И вот даже министр образования и науки, значит, пишет. И мне самое дорогое, самое тут, что я почувствовала, что, оказывается, не зря работаю. Действительно, очень многие помнят. Вот, даже сейчас министры пишут, что хвалят, и особенно от выпускников. Поэтому я очень, как сказать, горжусь, что все 50 лет провела в школе. Мара Алексеевна – выдающийся педагог, замечательная жена и, конечно, хорошая мама, чуткая, добрая, заботливая. И если порой в ней проскальзывала строгость педагога, то это означало лишь одно – чтобы ее дети выросли такими же стойкими и крепкими людьми, как их непоколебимое поколение, у которых все эмоции были видны в одном только взгляде. Не ругала сильно не ругала, у нее в глазах была печаль. Для меня было наказание, большее наказание, чем физическая боль. Видеть в глазах ее печаль, такую печаль.
любой поступок это совершается на эмоциональной почве, больше на эмоциональной почве, и осмысление приходит позже. Но нравственное воспитание, то, что было у тебя, вот это вот может быть как бы границей, пределом, каким-то тормозом, чтобы плохого поступка не совершать. Когда она меня будила утром: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Видя настроение своей мамы, да, вот с каким хорошим настроением человек тебя будет, начало нового дня, это, конечно, как бы побуждало на какие-то действия. «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Да. После такой фразы дети не могли уже совершать ничего плохого. Напротив, это придавало желание творить и совершать подвиги дня. В детстве самой же Мары Алексеевны девизом к большим поступкам была известная песня того времени, строки из которых она помнит до сих пор, ведь ее часто исполняла для нее мама. И это была песня как раз нашей юной страны, И слова также такие же. Можно быть очень важным ученым и играть с пионерами в лапту. А как же так, в лапту? Растолкуйте вы меня, потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране. Радовалась, когда приняли пионеры. Но в детстве вот такие моменты, они очень хорошо ощущались. Было такое время. Вступил в пионеры. Уже прямо чувствуешь себя, как говорится, а в комсомол вообще. И вот какую-то обязанность. И действительно мы почти военно обязанными были. Это конец войны, 44-й год. Ну, естественно, победа, это вообще неописуемо. Это радость такая, что мы уже были комсомольцами, поэтому воспринимали уже политически, как сказать, себя обязанными. Мама очень любила октябрьские праздники. И обязательно вот участие в парадах. И вот все, никого дома не оставалось, все шли на парад. Я помню, долго простаивали на площади Ригиде. И пели, и прыгали, и танцевали. Ну, воодушевляла мама в основном. Эти парады, праздники. Она как-то умела находить время. Мама очень любила в праздники печь пирожки. И я помню, и в октябрьские праздники. И вот наше все такое ассоциируется с немножечко горячими пирожками. 7 ноября однажды я в Якутске здесь стоял на президиуме под Лениным, на трибуне с дедушкой. Я вместе с дедушкой пошел туда и встречал, приветствовал проходящих. В нашей семье все праздники отмечались. Новый год, 7 ноября, 9 мая, 23 февраля, 8 марта, вот эти вот. И всегда с сюрпризами, и, конечно, застольем. Мама всегда красивая. Она всегда прямая, у нее спина. И она вот до недавнего вот на каблуках ходила. Мама всегда прямо, всегда с прической, всегда на каблуках. Прямо как артистка, красивая. Если надо, она и сошьет платье. Помню, она мне платье шила. И приготовить, что-то делать. Вот. Не было того, чтобы сказала, я не знаю, я не умею. Нет. Все, она могла найти ответ и могла что-то сделать. Моя мама, она как сугубо интеллигентный человек, педагог, классный руководитель, учитель истории, педагог с большой буквы, путеводная звезда. Она была и есть, и я благодарен Всевышнему, что она до сих пор со мной рядом. У нас в театре есть спектакль «Разговор с матерью» Алексея Амбрусьева в постановке Сергея Потапова. И там есть такая фраза, которую я очень люблю и понимаю. У человека есть
только одна ценность, как бы богатство. Это время, мое личное время. И нужно подарить тому человеку, мама для меня подарила свое время, свое самое дорогое. И я в ответ ей должен подарить свое время. Говорят, что если педагог имеет только любовь к делу, он будет хорошим учителем. Если педагог имеет только любовь к ученику, как отец или мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Ну а если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, то он совершенный учитель. Таковой является и наша сегодняшняя героиня. Мара Алексеевна, несмотря на трудную судьбу, смогла стать не только отменным педагогом, но и прекрасной матерью, воспитавшей таких же замечательных детей. Она для них всегда была и является по сей день тем самым ангелом-хранителем, который помогает и оберегает от всех невзгод. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.